Мастерство, лучшие трудовые навыки и знания азов профессии продемонстрировали участники второго этапа конкурса «Лучший по профессии акционерного общества «Транснефть» Прикамье 2019 года», которое уже по традиции проходит на базе Канашского транспортно-энергетического техникума. За звание лучшего в борьбу сегодня вступят представители 5 районных нефтепроводных управлений акционерного общества «Транснефть» Прикамье – Ромашкинского, Альметьевского, Казанского, Пермского и Удмуртского, про каждый из которых был продемонстрирован видеофильм. В компании «Транснефть» конкурс «Лучший по профессии» проводится в международном масштабе, и участникам предоставляется возможность достичь международного признания, отметили, открывая соревнования. В самом моменте создания этот конкурс был актуален для того, чтобы делиться опытом между работниками предприятия. Здесь не только вы участвуете в конкурсе, вы одновременно делитесь опытом, общаетесь, рассказываете. Учитывая то, что в компании «Транснефть» работают лучшие люди, здесь собираются самые лучшие, которые показали себя на производстве как профессионалы высокого мастерства. Поэтому я хочу пожелать вам удачи, поздравить с тем, что вы достигли этого этапа, и пожелать продвинуться дальше. В этом году у нас 70-летний юбилей. Мы все свои большие мероприятия посвящаем этому празднику, этому юбилею. Мы уже много провели, спортивную, художественную самодеятельность уже провели. Есть победители, есть, которые уже участвовали на московских соревнованиях. А вам это все предстоит. У вас все впереди. Сегодня участников ожидает второй этап конкурса, и проходит он здесь не случайно. Ведь именно Канашский транспортно-энергетический техникум ведет подготовку рабочих кадров для системы «Транснефть». Принимать такой конкурс «Транснефть Прикамье» – большая честь. Ну и пожелать всем участникам высоких результатов. Накопленный опыт и стремление совершенствоваться стали определяющими для участия в профессиональном конкурсе. Евгений Легонцев – победитель прошлогоднего смотра конкурса по профессии слесарь по ремонту технологических установок. Именно ему предоставилось право выноса флага акционерного общества, что и ознаменовало начало состязания. Состязания проходят на нескольких площадках. Борются за победу люди самых разных профессий. Трубопроводчики линейные, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщики, слесари по ремонту технологических установок. Участникам в теоретической части меньше чем за час пришлось ответить более чем на 100 вопросов. Каждый конкурс – это все-таки также и что-то новое для себя берешь, и свои знания показываешь. Лучший электромонтер сразу попадает в поле внимания соответствующих руководителей на местах, подразделениях, главный энергетик. Ну, соответственно, знает этого электромонтера. Соответственно, если электромонтер занимает первое место на нашем конкурсе, на нашем уровне, то, соответственно, мы его сразу берем под карандаш, дальше сопровождаем, готовим к следующему конкурсу, к следующему этапу. И если он на следующем этапе занимает уже определенные места, то перспектива перед ним открывается вплоть до главного энергетика. На втором этапе состязания участникам приходится демонстрировать практические навыки. Например, трубопроводчикам линейным, согласно условиям конкурса, пришлось показать мастерство проведения работ в вырезке отверстия в трубопроводе. Радик Загитов в профессии не первый год, да и участвует в конкурсе на протяжении 4 лет. Он уже становился призером. Признается, мастерство нужно оттачивать ежедневно. Работа интересная. Устраняем дефекты уж. Сердце магистрали – это насос, отмечают слесари по ремонту технологических установок. Качественно проведенный ремонт способствует увеличению КПД и объемов перекачки нефти. В этой профессии честь ромашкинского РНО защищает Газинур Хамидуллин. В данной профессии я работаю уже больше 2 лет. Как вернулся с армии, устроился. С тех пор работаю в «Транснефть Прикамье». Мы ремонтируем все оборудование, нефтяное, насосы, задвижки. Производим текущий ремонт, средний, текущее обслуживание, средний ремонт делаем. В числе первых выполнять практическое задание приступил Сергей Поскребышев из Удмуртского РНО. В профессии он уже более 11 лет. Определяем знания теоретической части, то есть это умение применить инструменты, то есть и нормативные документы в процессе, ремонта.
А в практической части мы уже, скажем так, определяем навыки и умение уже пользоваться непосредственно инструментом и сборкой, значит, насосного оборудования. Победители, которые будут выявлены в данном конкурсе, пойдут на конкурс, значит, на ПАО «Транснефть». Соответственно, им будет выплачена денежная премия, потом она будет, скажем так, в течение года. И уже, скажем, руководство будет за ними в течение этого года контролировать и смотреть, как говорится, тем самым большие перспективы повышений. Для каждого участника конкурса его профессия – повод для гордости. Ведь все они заняты на весьма ответственном производстве, обеспечивая энергетическую независимость. Мелочей в их работе не бывает, поэтому условия проведения конкурса были максимально приближены к реальным. В работе электромонтера много нюансов, требующих собранности специалиста. Одним из пунктов задания нужно оказать первую помощь при ударе током. Отыскать повреждения в системе электрооборудования. С такой задачей справились все участники. А вот победителем станет тот, кто соблюдал скорость и ювелирную точность. Такие же требования сегодня понадобились и электрогазосварщикам. Задача собрать вот такое сварное соединение, точнее, выполнить сборку под сварку. В процессе практического этапа конкурса будут выполнены вот такие контрольные сварные соединения. Впоследствии будет произведена оценка силами специалистов по лаборатории неразрушающего контроля. Профессионализм электрогазосварщика непосредственно влияет на безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов. Ежегодно в системе «Транснефть» дается возможность раскрывать потенциалу как молодых, так и более опытных участников. Мне посчастливилось в этом году победить первый этап конкурса в своем Рено. И следующим этапом является конкурс в Кантете, в Канаше. Члены комиссии очень строго оценивают наши навыки. Мне моя работа очень нравится, я влюблен в свою профессию. И вот 2 дня напряженной борьбы позади, конкурсанты вновь собрались вместе, чтобы чествовать лучших специалистов по итогам проведенного осмотра конкурса. Герои нашего времени – пример для подражания. Это люди труда, те, кто создает богатство страны, было отмечено сегодня. И вновь этот год объединил города Лениногорск, Альметьевск, Казань, Пермь, Ижевск. Такова география участников. Я сегодня поздравляю с тем, что вы сегодня были здесь, что вы наше будущее, на которое мы надеемся и с которым хотим работать. Огромные слова благодарности руководству Канашского техникума. Большое спасибо, вы, как всегда, на высоте. Победителем конкурса профмастерства по специальности трубопроводчик линейный стал Максим Исаев, Удмуртская РНО. В профессии электрогазосварщик. Обойдя соперников, первое место занял Юрий Ананьев. В номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» стал Половников Владимир, представитель Пермского управления. Победа посвящается не только, получается, Транснефти, но моему сыну, моей жене любимой. То есть сыну будет 2 года завтра. Поэтому как бы все победы только своим близким, ну и работе. Транснефть хорошее предприятие, поэтому как бы и достойная заработная плата, возможность обучения, путевки. Тем более всех поощряют, кто занимает хорошие места, их никогда не забывают, их посвящают, уделяют много времени. Поэтому как бы всем хочу сказать, чтобы стремились, участвовали, никогда не расстраивались. Лучшим в профессии слесарь по ремонту технологических установок уже не первый год становится Евгений Легонцев, представитель Пермского управления. Участвую 7 лет, выигрываю 5 лет. Поездил по стране, то есть конкурс общероссийский проводится в разных городах каждый год. Был в Новороссийске, в Питере, в Уфе, в Брянске. То есть как бы интересно. То есть знакомишься с людьми, общаешься, что-то новое узнаешь.
победителей и призеров смотра конкурса «Лучший по профессии» акционерного общества «Транснефть Прикамье» 2019 года поздравило руководство предприятия. В этом состязании участники бесспорно приложили максимум усилий и оправдали доверие коллег, а также получили незабываемый опыт, который, как говорится, никогда не бывает лишним. Праздничную ноту внесли и творческие номера ансамбля «Сеспель» и вокально-инструментального трио. Впереди у конкурсантов трудовые будни, а выступление народной артистки Чувашии Августы Уляндиной и ансамбля Ерды останется в памяти как напоминание о гостеприимной Чувашии.